не хочу, конечно, поднимать градус ажиотажа вокруг топливного кризиса, но только что объехал 3 Башнефти, 1 Лукойл, 1 АЗС Робот, тоже лукойловский, и не смог заправиться. Башнефть, поворот на Салават. Бензина нет. Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна лукойловская заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. И страна движется в направлении полномасштабного национального кризиса. Как только постоянно будут выведены из строя 30-35% мощностей, кризис затронет уже все области. А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе? Дорожает логистика, они дорожают, потому что дорожают удобрения, которые являются одним из продуктов нефтехимии, и цены уже, так сказать, растут. Значит, они часто растут скрытно. Знаете, так сказать, если, допустим, раньше там за ту же цену продавали 10 яиц, теперь за ту же цену продают 9 яиц. И чтобы вы понимали, какая история в республике Башкортостан на отпуск топлива. Отпускают только 95-й бензин и только одна колонка. Если там месяц-полтора назад я несколько скептически оценивал возможности Украины к резкой интенсификации войны БПЛА, то сейчас в связи с тем, что, во-первых, они получили огромный кредит от Евросоюза, и Евросоюз занимает теперь уже окончательно проукраинскую позицию, я думаю, что жителям Приволжского федерального округа следует готовиться к очень плохому лету. С нехваткой бензина, с повышением цен, в том числе на продукты питания, и со всеми вытекающими отсюда последствиями.